На этом поле в селе Темели планировали возвести школу, детский сад и амбулаторию, но за 30 лет существования поселка здесь так ничего и не построили. Япсынар мектеп, сом бахча и ФАП. Поликлиникамыз пек агр положение тоже. Бахча варсалер детский сад, мест нет, подождите. Уже bizim балаларымыз evlenip gittiler. Torunlarımız уже мектебе қатынай, 10 сыныфлара олды. Ну, до сих пор ждите. Сколько можно ждать? Біздер енді тап анда Родниковый центріне барма ұзақ қартларға, хаста адамларға бізге ФАП құрсынlar, мектеп құрсынlar, балалар бақчасы құрсынlar. Ер кезде енді торыннар өсіп отыра. 30 жылдан бері бір шей yapılmaq керек та енді бұл бір күн ола. Самая большая проблема – отсутствие школы. Детям из Темели приходится ездить в школу в 3 километрах отсюда, в которой учатся дети из всех ближайших сел. Из года в год население нашего Родниковского поселения растет. И школа, к сожалению, 1974 года постройки не может вместить всех учащихся. И таким образом приходится делить учеников на первую и вторую смену. Если раньше во вторую смену учились только вторые классы, то на следующий год уже и третьи прибавились. В этом году во вторую смену учатся 6 классы, а на следующий год планируются 2, 3, 6 и 7 классы. Мектеп мында алмағанны пек қиын. Күнде 4-5 кере Родниковыге қатынаймыз. Сабадан 1-ші смена, алып кетеміз, алып қайтамыз. Обедтен соң 2-ші смена. Оларында вақытлары саат 12-де бұда біте, 1-де 2-шісінде башлай. Ел арасында юреміз. У меня 3 детей, я многодетная мама. У меня сын ходит во 2 класс, 2 смену. Он приезжает со школы в 7:20, и он в такую темень, мы идем до конца своей улицы. Мы живем на лесополосе, и мы очень хотим, чтобы нам здесь построили школу, ФАП и детский сад. Если к отсутствию дорог, тротуаров и уличного освещения местные жители привыкли, то вопрос со школой с каждым годом становится все острее. В новом учебном году в Родниковскую школу пойдут целых 5 первых классов. Мен бегенмен екінші смену үшін ашчы қала. Уроки маға и сабақ керек ерте тұрмаға. Если мында олacak мектеп, мүлкін олacak просто çıkarsın и кетесің. И керек бензин тратить. Не надо было далеко ходить в школу, чтобы можно было бы быстро приходить и уходить. Я на автобусе ездю домой и в школу. Но нас не всегда забирают. Иногда так заполнен автобус, и нас не берут. Вторая смена, сами понимаете, это поздно в зимнее время дети возвращаются домой, это темно, неудобно в зимний период, когда выпадает снег и автобусы не могут завестись, и от этого нет подвоза в школу. Местные жители утверждают, постоянно обращаются к властям, но ситуация не меняется. К тому же люди опасаются, что свободный участок земли могут отдать под что-то другое. То, что зависит от сельского совета, мы поставили на кадастровый учет. И школа здесь все равно, она запланирована. Школа, ФАП, детский сад, клуб и социальные все проекты, как они запланированы, так они и будут выполняться. И даже мыслей нету, чтобы землю куда-то что-то по что-то другое отдавать. Глава сельского совета предложила жителям снова написать обращение к местным и районным властям и обещала сама содействовать решению проблемы. В ближайшее время местным жителям пообещали заасфальтировать главную улицу, а также сделать тротуары и уличное освещение на остановке.